Хайырлы кич. Бүгін енді танышып тұрмайбыз да, бірімізді білеміз. Менә нигә без монда җыелабыз инде, без сезгә сөйләдек, татар телен бу зур шәһәрдә сакларга. Менә безнең сайтлар бар. Сезгә гел сорайбыз инде, безгә не комментарийлар язарга, лайклар язарга, и безгә штабка, алып килегез группага үзегезнең дусларны, татарларны, башкортларны. Кемгә икенче милләткә татар милләт кызык, татар җырлары кызык, татар белән аралашасы килә, икенче милләт, менә безнең теге группада бер 4-5 чуваш бар, значит, Марвин бар, без бүлмәйбез. Кем без милләт татар телен, татар милләтне бүлмәйбез. Менә килегез, пожалуйста, дусларыгыз белән татар милләт кызык булган кешегә. Вот. Бүген, значит, менә нинди сораулар инде монда. Безнең бүген шундый кич яшьләр якшәмбесе. Менә сезнең группа, безнең бик нәрсә без сездән көтәбез. Көтәбез, сез менә юшма булсын и сез переходу медленно на русский язык. Чтобы вы общались и организовывали мероприятия вне стен штаба. Мы вас призываем, чтобы вы занимались общественной работой, чтобы вы пытались организовывать мероприятия. Как уж 33-й раз Марсель вспоминаю, вот он на каток недавно организовал, да? Да. А меня спрашивают, а какой Марсель? Я говорю, тот самый, который мед продает. Поэтому вот давайте организовывайте мероприятия вне стен штаба. Вот Рустем, он, значит, говорит, давайте спикера позовем. Давайте позовем. Для этого и штаб. Приглашайте спикеров. Вот чтобы все инициативы, мероприятия исходили от вас. Вот у нас было лет 5 назад девушка Анара, да, в высшей экономике. Вот она, ей что-нибудь скажет, она берет телефон и начинает звонить. И она всех приглашала на молодежные встречи. Агаларова, олигарха. По-моему, с Горбачевым, президентом они встречались. Кого вот говорят, звоните, приглашайте с интересных людей, все, можете в штаб. Лучше всего вот у вас в институт, да. Приглашайте, все инициативы мы ждем от вас. Вот. Кто-то сказал в фильме, давайте, девушка из Казани сказала, давайте дебаты проведем. Вот дебаты это очень полезная такая вещь, давайте проведем дебаты. Вот возьмитесь кто-нибудь и предложите, и организуйте. Мы готовы поддержать все ваши начинания, особенно когда у вас в институте будут мероприятия. Вот мы вот сегодня нам обратно привезли наконец-то баян, татарскую одежду, да, вот, мы помогаем вот одеждой, баяном, значит, чем-то, пирогами татарскими, если у вас в институте будут мероприятия. Еще раз к вам обращаемся, вот в институтах, у вас в каждом институте есть внутренняя беседа, понимаете, да? Вот в этой беседе тоже размещайте, значит, объявления и тоже, значит, приглашайте их группу в штаб. Ну, раньше у нас был большой акцент на аксакалов. Мы сюда приглашали много, вот у нас есть клуб героев, есть клуб генералов, есть аксакалы, которые задают нам политику штаба, да. Но сейчас вот такое, значит, положение, аксакалов сейчас особо не соберешь, поэтому мы проводим мероприятие. Вот 4-й день мы с Гульнарой здесь, да. 4 дня назад мы собрали, значит, тюркские народы, казахские народы и проанализировали вот эту ситуацию в Казахстане, чтобы этого не повторилось, что вот эти происки разные в Москве здесь, чтобы не было, значит, 3 дня назад у нас было офицерское собрание, вчера у нас был такой Аллагай, он был у нас благотворительный, мы собрали там деньги, значит, оплатили календари, которые сегодня все вам раздадим. Эти календари у нас идут по детским домам, по бабушкам, по, значит, ну, у кого денег нет, там, значит, мы вот так вот раздаем их, 3000 календарей будем раздавать. Поэтому у нас с вами остается открытый вопрос, все-таки вот это вот какую-то организацию сделать такой, как совет татаро-башкирских студентов, да, чтобы как-то у вас вот это, значит, потом я смотрел вчера, по-моему, фильм насчет лофта, да, был анализ, значит, пожелания насчет лофта. Ну, у нас лофт был первый раз для студентов, да, первый раз. Во-первых, он был всего лишь 500 рублей все-таки, да, вот с этого надо исходить. Во-вторых, значит, так, в принципе, это, в общем, прошел неплохо, но то, что вот эту вот комнату, посидеть, поговорить, это, конечно, да, здесь, наверное, может критика. Это не критика, а пожелание. Поэтому вот у вас уникальная возможность, вот каждому обращаясь, вот вы потом спасибо скажете, и вам будет приятно, вы свои, значит, YouTube-фильм пошлете своим друзьям, своим родственникам, про штаб расскажете. Поэтому снимайтесь все и давайте интервью, и в этом интервью поднимайте свои вопросы.
Понимаете? И мы их тоже будем обсуждать. Вот. Что касается нашего штаба. Ну, в последнее время у нас идет какая-то критика. Критика идет туда, кто никто не работает. Да? У нас каждый год возникает критика. 6 лет назад у нас была критика насчет спиддейтинга. Год назад это вот насчет того, что мы забор там поставили, православным помогли, да? Вот. 3 года назад у нас было что-то с эко связанное. Нынче опять вот у нас достижением прошлого года, я уже говорил, у нас есть книга, которую мы издали, она уникальная, вот у кого нет, обязательно возьмите. Мы делали эту книгу, презентацию по России, вот у нас Минюст, у нас предъявил нам требования определенные, они никакой роли не играют, потому что мы штаб все равно будет переформирован в Конгресс у нас. Штаб у нас теперь будет деятельность как Конгресс, штабу 25 лет, вот этому ТЛ-16, при котором был организован штаб, ему 30 лет. Также нынче 30 лет ВКТ. Вот, вот вчера у нас в Ютубе появилось 6 фильмов, позавчера 7 фильмов. У нас на неделю назад открылся новый канал в честь 30-летия ДЛ-16. Мы открыли новый канал ДЛ-16. Вот. У нас 19 тысяч подписчиков на Ютубе, значит, и больше 1000 роликов. Но это для татарского мира, это считается много. В районе 25 тысяч заходят на наши все сайты, на наши все штабы. У нас же несколько штабов. Вот. В области есть штаб татарской молодежи есть. Вот. И в общей сложности где-то около 50 тысяч у нас заходит на каналы YouTube, на наши все, если взять суммарно. Вот. Поэтому у нас вот так вот казахскую нашу встречу, например, за один день, за 3 дня посмотрело 100 тысяч. Вот посмотрите на Ютубе, да, вот здесь также собрались мы. Поэтому хотелось бы вот от вас вопросов, пожеланий, или, значит, я Гульнаре сказал, я говорю, если меня перебивать не будут, тихо будут сидеть, как бонус я им что? Сказку расскажу. В одной семье был бездельник сын. Мать его очень любила, значит, а баловала его, а отец был строгий. И когда он все закончил, начал работать, отец ему говорит, слушай, говорит, хватит, значит, давай ты сам деньги зарабатывай, чтобы вот к вечеру, значит, 5 рублей принес. И отправляет его утром. Он возвращается, а мать ему тихонечко 5 рублей дает. О, молодец, сын, ладно, садись. И так несколько дней подряд. И вот у матери вот эти вот спрятанные деньги кончились. Она говорит, сын, что делать-то будем? У меня деньги кончились. Опять он ушел на работу, вечером вернулся, ушел он на работу, знает, что мать ему не даст денег. И действительно он целый день работал, там, здесь, и ему дали там мелочь деньги, здесь мелочь деньги. Он набрал вот по центам, там по копейкам вот эти 5 рублей. Пришел он домой, с гордостью дал их отцу, а отец берет эти деньги и в печку бросает. И тогда сын начал руками разгребать угли и доставать эти деньги. Почему? Сам заработал. Трудовые деньги, потому что. Вторая сказка, значит. В одном у Соломона, значит, это из серии Соломон, была женщина. Она родила ребенка, а ее подруга очень мечтала о ребенке, а ребенка у нее не было. И она украла того ребенка. И говорит, это мой ребенок. Они пришли к царю. Одна говорит, это мой ребенок, второй говорит, это мой ребенок. Царь ложит ребенка посередине их. Я, говорит, сейчас разрублю его, и будет пополам у вас по пол ребенка на каждого. Когда он замахнулся саблей, родная мать крикнула и своей грудью защитила ребенка. И царь, мудрейший Соломон, говорит, вот я вижу теперь, чья это мать. Чья мать. Поучительно? Да. Последняя сказка Хаджа Насреддин. Заходит в деревню. Вся деревня плачет. Надо сажать семена, а семян все съели, зима была холодная, сажать нечего. Ему говорят ребята, земляки его, единственный выход – это попросить у бая. А что взамен? Единственная, говорит, возможность – это вот ты хитрый Хаджа Насреддин, придумай что-нибудь. Он очень спорить любит. Придумай что-нибудь, ведь мы с голоду умрем. Хаджа Насреддин
пошел к Баю и говорит: Бай, давай поспорим с тобой. О, я, говорит, люблю спорить. На что? Я, говорит, через 20 лет своего ишака научу разговаривать. Бай рассмеялся. Ну как ишака ты научишь разговаривать? И они поспорили, если он не научит разговаривать через 20 лет, он ему голову отрубит на площади. Значит, проходит время, значит, а те все посадили семена, все радостные, и приходят со слезами Хаджа Насреддина. Ну как же ты через ишака-то научишь разговаривать? Ты что, говорит? А Хаджа Насреддин говорит: сейчас вам семена нужны, через 20 лет или Бай умрет, или ишак исчезнет, или я куда-нибудь пропаду. Я из города Москвы, но родом из Мордовии. Учусь первый курс географический факультет МГУ. И я расскажу что-нибудь о географии и что-нибудь новое, что было для каждого, что-то интересное. В прошлом году, в 2021, я занял первое место в Международной олимпиаде по географии, которая проходила полностью на английском языке. И сборная России по географии заняла первое место впервые за историю этой олимпиады. Во-первых, олимпиада — это важен не сам процесс, а скорее процесс подготовки, потому что когда вот вы к чему-то готовитесь, там, например, сдаете экзамен, суть же не в том, чтобы получить хорошую оценку за экзамен, а вообще в идеальном мире суть в том, чтобы те знания, которые получаются в процессе обучения, они потом пригодились вам в жизни, в будущем профессии. Вот так же с Олимпиадой. Хоть там Олимпиада заняла неделю и было интересно решать задания, я думаю, самое главное это те знания, которые появляются, те умения вот именно в процессе подготовки. Поэтому за 2 года у меня сложилось понимание о том, что такое география, почему это важно. И вот многие люди, может, не знают, зачем вообще нужна география, для чего это нужно. У всех ассоциации со школы, потому что в школе ее проходят все, но как часто вы встречаете людей-географов? Ни геологов, ни нефтяников. То есть мало людей, которые выбирают это именно как профессиональное направление. То есть многие даже не знают, что там разница между геологией и географией. Вот. Так что эта наука довольно интересная, и в ней очень интересных фактов именно для повседневной жизни. Что мне нравится больше всего в географии, это, во-первых, социально-экономическая часть, это общество, экономика, вот именно такие пространственные аспекты. Вообще география — это изучение закономерностей объектов людей на пространстве, то есть важно мыслить глобально. Я считаю, что важно каждому понимать свое место в мире, потому что таким образом вы не будете как-то потерянным где-то непонятно где, а хотя бы понимать, вот где вы находитесь. Например, вот мой любимый факт из географии, это из географии населения, демографии, про население России. То есть, во-первых, знать, сколько людей живет в России и как это соотносится с людьми в мире. На самом деле, этот факт очень многих поражает. То есть, вот попробуйте сейчас подумать, какой процент населения мира живет в России. То есть, у кого какие? 1,2. 145 миллионов. 148 миллиардов. Да. Не так много, да. 1,2. Да, вот меньше 2%. Но вот, 1,7. да, но это то, о чем люди довольно редко задумываются. Вообще понимать, вот вы слышите что-то по новостям, что Россия это всего лишь меньше 2% населения мира. То есть некоторым людям, которые не увлекались этим вопросом, эта информация может показаться какой-то, необычной. Еще вот многих людей удивляет, что 60% населения мира живет в Азии, то есть в Китае, в Индии, что есть остров в Индонезии, где живет больше людей, чем в России, что есть страна Бангладеш, где живет больше. Я считаю, что важно понимать вообще масштабы, как соотносится количество людей, вот где мы, что мы можем представить, мы знаем, что такое Россия, и в каких-то местах, о которых мы не задумываемся, да и площадь, что везде разная плотность населения, почему так, где какие природные условия. Вот для этого и нужна география, понимать вообще весь мир в целом, то есть как-то понимать свое место. Например, вот это штаб татар, поэтому интересно понимать, какое место вообще занимает татарская нация в мире, какое место занимает в России. Все же Россия это крупнейшая страна в мире по площади, и татары это второй по размеру народ по населению. То есть татар 5,5 миллионов, судя по переписи 2010 года. Скорее всего, по предыдущей переписи населения немного уменьшится этого народа, как и скорее многих остальных народов. И тоже об этом мало задумываться, что на самом деле население, оно либо стагнирует, либо убывает. То есть, например, с каждым годом можно сказать, что татар становится меньше, просто потому что, во-первых, идет процесс ассимиляции, идут процессы того, как и с другими, например, с русскими, что смертность, она либо равна рождаемости, либо немного выше, особенно в связи с пандемией. Вообще вот важно понимать вот эти тренды, то есть не только распределение в пространстве всего этого, а как это изменяется. Что там было 10 лет назад, что там 20, и уже там в предыдущей переписи, например, население татар снижалось. Что вот
Какие вообще народы в России самые многочисленные, это тоже интересно. Вот. Например, в России, по-моему, 6 народов, которых больше миллионов, это русские, понятно, татары, башкиры, чуваши, их очень много, украинцы, да, третий размер. Чеченцев больше миллиона. Да, чеченцев больше миллиона, и аварцы вот, и уже приближаются к этому количеству. Ну и башкиры. Так, вроде ничего не забыл. В общем, вообще понимать количество, вот, я считаю, это важно в географии, понимать масштабы, количество мест в мире. Такие интересные факты. Чтобы никому не было скучно, может, у кого-то есть какой-то вопрос, так как здесь много людей. В каком регионе самый вкусный мед? Есть какие-то региональные бренды, которые потом развивают. Особенно в условиях капитализма вот такие локальные традиции, их потом пытаются развить вот на какой-то коммерческий уровень. Например, вот башкирский мед это была столетняя традиция, а вот потом на этом стали уже понимать, находить возможности и уже то есть коммерция, соответственно, например, вологодское масло и какие-то другие локальные бренды. То есть там тульский пряник. Вот. И это такой феномен, он не только в России есть, и глобальные какие-то. Например, канадский кленовый сироп. Вот. И это то, что привлекает туристов, это то, что делает регион значимым или вот просто стереотипы, связанные с татарами. Что у нас есть там сабантуй, что вот такая история, чак-чак, вот. То есть я считаю, что это важно, вот, хоть вопрос, может, и начинался с шутки. В каком классе начал готовиться? Говорю с полной версией, географию всю можно выучить за 2 года, потому что я начал готовиться в 9 классе. В 9 классе я не знал почти ничего, а в конце 11 я был первым в мире по географии, с учетом того, что все было на английском языке. То есть я вот до 9 класса я вообще особо не увлекался, может, школьные уроки, но они у всех были. Вот, там смотрели «Орел и решку» или там контурные карты, атласы. Но это было как бы интересно, я этим не увлекался. Вот. Я считаю, что главное просто задаться целью и идти к ней. Я прям был одержим этой целью, что там старался вот готовиться, заниматься тем, что мне нравится, вот именно в контексте стремления к этой цели. То есть изучал что-то. Например, вот ставил себе цель изучить там объекты физической географии, там список. Какие горы в Африке, какие реки в Южной Америке и так далее. Но это всего лишь маленький аспект. Есть всякие аспекты физической географии, науки. Вот что интересно, вот просто вы можете ехать там по железной дороге, смотреть по сторонам и анализировать, какой там рельеф, то есть какие неровности и почему они возникли, какие формы рельефа их образовали, что было в прошлом. Вообще, географии, можно сказать, что история в каком-то контексте это 3D-география, то есть если считать пространство временное. То есть география также изучает то, что было в прошлом. Например, что вот тоже не все знают, может быть, что 12 тысяч лет до нашей эры территория к северу, вот там, где сейчас Ленинградская область, Вологодская, она была покрыта огромным ледником, как сейчас Гренландия. И это всего было 12 тысяч лет назад. Вот интересно сравнить с историческим каким-то периодом, что там египетская цивилизация 3000 лет назад, вот то, что мы в школе начинаем изучать как история, и как это соотносится вообще, как появились вообще люди и почему все так сосредоточено сейчас. Также история, какие страны какие колонизировали, почему и там Европа доминирует миром. Это все можно понять с точки зрения географии. То есть пытаться объяснить процессы. Не воспринимать это как данность, а стараться найти объяснение. То есть каких-то довольно, можно сказать, повседневных вещах, которых мы слышим в новостях, которые, может быть, как-то косвенно связаны с тем, что вы сейчас изучаете в ВУЗе или чем интересуетесь. Может, у кого-то какое-то хобби. То есть, и раз уж меня попросили выступить, я хочу донести мысль, что география это может быть намного интереснее то, что осталось у всех впечатления, какие со школы. То есть, вот я считаю, что это главная мысль. Мысль глобальная, я считаю, это полезно хотя бы. Это полезно в контексте понимания любой информации вообще. Вот вы слышите что-то в новостях, что где-то что-то произошло. Ну, может, там не все интересуются новостями, но я считаю, что если вот не понимать масштабы, где что находится, и сколько людей живет, например, пандемия, статистика по ней, я считаю, что в статистику бессмысленно как-то слушать, если не понимать масштабы, в каком мире она происходит. То есть, говорят там по заражению или так далее, о темпах вакцинации, что вот в Восточной Европе низкие темпы вакцинации, что это не только специфично для России, что вот что такая же ситуация в странах Восточной Европы, там в Украине еще хуже по вакцинации, чем в России. Но это как пример, вот то, что актуально, о чем мы слышим каждый день, но не задумываться, что это можно понять с точки зрения географии. Вот именно мышление глобальное, что не мыслить только вот существует мир, потому что вот есть там моя семья, мой дом, город, есть там страна, а все, что происходит за границами, мало кого волнует. Вот просто есть некоторые люди, не все, конечно, которые мыслят именно так, надо понимать вообще, люди, они по своей природе любопытны, и многим
в детстве еще было интересно, там, они задавали много вопросов. А потом, когда люди общаются в школе, это любопытство почему-то затухает, но это же вопрос системы образования. Вот. Но все равно важно понимать, что происходит за пределами страны, что вообще есть такие интересные вещи. Это все и в социальных сетях, все эти факты. Вот показывают какие-то, вот у этого народа такая традиция. А если понять географию, можно понять, что это народ, как он с другими, где он живет, с каким он соотносится, вот и так далее. То есть это то, что мы контактируем вот вообще с любой информацией. И если понять в глобальном контексте, можно понять это лучше. Или вот, например, мы можем не понимать других людей, почему они мыслят по-другому. То есть, например, там в Китае свои традиции, или там в Африке вообще, мы находим эти традиции дикими. Если понимать географию, понимать, как это соотносится, как это возникло, почему это возникло, истории немного, что к этому вело, то можно понимать людей лучше. То есть, абсолютно разных людей постараться понять. То есть, я считаю, что чем глобальнее мыслит человек, тем он будет более понимающим. То есть не мыслить там в контексте, вот, есть мои взгляды, а все остальные неправы, а понимать, что почему они неправы или почему они мыслят по-другому. То есть в этом тоже есть география, ну и знание истории. То есть это то, что мне именно лично интересно. У нас сейчас идет глобализация, и в целом, вот, войн стало меньше. То есть, можно, если там не интересоваться этим серьезно, то можно подумать, что мир в огне и все очень плохо. На самом деле мы живем в самое мирное время за всю историю человечества, можно сказать. Но это, с другой стороны, тоже время, где больше всего люди контактируют между друг другом, культуры. Сейчас, можно сказать, война, например, между европейскими странами, там, центральной, вторая и первая, как возникли, сейчас это уже немыслимо. Вот. С другой стороны, я думаю, что да, можно провести какую-то аналогию, что чем люди более понимающие, тем вообще меньше конфликтов. И не только глобальных, а просто между людьми. Так как много конфликтов, они возникают из-за недопонимания. То есть что-то не так поняли, слово по-другому сказали, и вот возникает конфликт, который приводит к негативным последствиям. Поэтому чем больше знает человек, чем больше он старается быть понимающим с другой точки зрения, тем лучше он может понять и себя, и свою точку зрения, как они возникли, и других людей. То есть вот такая география от локального до глобального уровня, что вот, конфликты или наоборот дружба, почему она возникает, там, выгоды. Ну, вообще можно много вещей понимать с этой точки зрения, такими категориями. Вот.